приветствовать вас на лекции. Это уже 4-я лекция в этом году, которая проходит совместно с Астанинским хабом государственной службы и Академией государственного управления при президенте Кыргызской республики имени Юсупа Абдрахманова. Тема сегодняшней лекции – развитие практики местного управления Кыргызской республики, что изменилось к маю 2023 года. И сегодняшним лектором выступает Карашев Алы Азимович. Для открытия сегодняшней онлайн-лекции разрешите передать слово проректору Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики имени Юсупа Абдрахманова госпоже Авдиеве Адиле. Добрый вечер, уважаемые участники онлайн-конференции. Во-первых, поблагодарить фонд создателя за такие хорошие постоянные инициативы, в частности, возможности, те условия, которые они создают для наших магистрантов, чтобы вы практическим навыкам обучались. Это первая благодарность, огромная благодарность нашему постоянному активному партнеру Алихану Байменову, нашему партнеру с Казахстана от имени Алмазбека Хватовича разрешить выступать в отпуске, поэтому я у него сегодня. Благодарность нашему эксперту, нашему партнеру активному за сотрудничество с Академией, конечно, Алле Азимовичу, за то, что он в постоянном контакте с Академией, с фондом создателя. Огромная благодарность за сегодняшнюю онлайн-лекцию. Но вы прекрасно понимаете, что тема настолько актуальна. Почти 2 года назад, осенью 2021 года, 2 закона были объединены, консолидированы в один закон. По-моему, почти 2 года назад фонд создателя инициировал такую встречу с экспертами, с представителями академической среды, представителями парламента, органов местного самоуправления. Было такое обсуждение по этому закону. Поэтому я сегодня думаю, что лекция будет очень полезна вам. Еще раз благодарю фонд Ханса Зайделя за такие серийные актуальные встречи. Вам сегодня успехов. Я надеюсь, что наши магистранты сегодня активно поучаствуют в дискуссии, зададут хорошие вопросы, получат хорошие ответы. Благодарю всех. Следующее слово предоставляется руководителю представительства фонда Ханса Зайделя в Центральной Азии, доктору Максиму. Thank you. Dear Mr. Ali Karashev, former director of Kyrgyz State Personnel Service, former member of National Parliament of Kyrgyz Republic, dear our Vice Rector, Ms. Adilia Abdieva of our Kyrgyz Academy for Public Administration, dear Mr. Alikan Baymenov, Chairperson of Astana Civil Service Hub, dear master students, alumni, listeners, guests, we welcome you all from Bishkek. Уважаемый господин Алы Карашев, бывший директор Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, бывший депутат Национального парламента Кыргызской Республики. Уважаемый проректор Кыргызской академии госуправления, госпожа Адиля Абдиева, уважаемый господин Алихан Байменов, председатель Астанинского хаба по государственной службе, магистранты, выпускники, слушатели. Приветствуем всех вас из Бишкека. It's a pleasure for me to be here again. Our foundation, jointly with our partners, Astana Public Service Hub and the Kyrgyz Academy for Public Administration under the President of Kyrgyz Republic, is continuing a series of joint online conferences with the topic Worldwide Public Administration and Civil Service, and I appreciate this cooperation. Today, it's our 4th online lecture in the year 2023. Last times, we could listen to online guest lectures of experts from Georgia, Azerbaijan, and Kazakhstan. Мне очень приятно быть здесь снова. Наш фонд совместно с нашими партнерами Астанинским хабом по государственной службе
И Кыргызская академия государственного управления при президенте Кыргызской республики продолжает серию совместных онлайн-конференций на тему государственного управления и государственной службы в мире. Я высоко ценю это сотрудничество. Сегодня наша 4-я онлайн-лекция в текущем 2023 году. С начала года мы могли послушать гостевые онлайн-лекции экспертов из Грузии, Азербайджана и Казахстана. I want to express my special gratitude to our speaker today, Mr. Ali Karashev, for his constant support and his active participation in our joint educational initiatives. Today, the topic of his guest online lecture will be the local government's practice development in the Kyrgyz Republic, what has changed from October 2021 to May 2023. During the period of 2021 to 2023 years, the Hans Seidel Foundation conducted a series of research works in 3 stages on the topic like practice of local government development in the Kyrgyz Republic, what has changed in Kyrgyz local self-government system and in local central government after the adoption of the law of the Kyrgyz Republic on local state administration and local self-government bodies on October 3, 2021. Хочу выразить особую благодарность нашему сегодняшнему спикеру, господину Алы Карашеву, за его постоянную поддержку и активное участие в наших совместных образовательных инициативах. Сегодня темой его гостевой онлайн-лекции станет развитие практики местного самоуправления в Кыргызской республике. Что изменилось с октября 2021 года по май 2023 года? В течение 2021-2023 годов фонд Ханса Зайделя провел ряд исследовательских работ, 3 этапа на тему «Практика развития местного самоуправления в Кыргызской республике». Что изменилось в системе местного самоуправления Кыргызстана после принятия закона Кыргызской республики о местной государственной администрации и органах местного самоуправления в октябре 2021 года. Our foundation has created a monitoring team composed of independent experts in local, central, and self-government in Kyrgyz Republic under the leadership of Mr. Ali Karashev, our speaker today, conducted with his colleagues an analysis of changes in the practice of functioning of local government in various spheres after the adoption of this new Kyrgyz law, personal issues, land issues, social and economic development in regions, investment, interaction of state and municipal authorities, etc. Наш фонд создал мониторинговую группу, состоящую из независимых экспертов по местному самоуправлению в Кыргызской республике под руководством господина Алы Карашева, нашего сегодняшнего спикера, который провел со своими коллегами анализ изменений в практике функционирования местного самоуправления в различных сферах после принятия нового закона Кыргызской республики. Кадровые вопросы, земельные вопросы, социально-экономическое развитие регионов, инвестиции, взаимодействие органов государственной и муниципальной власти и другие. I'm sure our listeners today will be interested in learning about the results of this research work, and we all can profit from our own work from the lecture of Mr. Karashev. Wish you all fruitful and interesting discussions. Уверен, нашим сегодняшним слушателям будет интересно узнать о результатах этой исследовательской. И мы все можем извлечь пользу для своей работы из лекции господина Карашева. Желаем вам плодотворных и интересных дискуссий. Thank you so much, Dr. Maya. Следующее приветственное слово я хочу передать господину Алихану Байменову, председателю управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы. Көп рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Қырғызстандағы достар. Мне очень приятно еще раз приветствовать вас всех в рамках нашей совместной программы с Академией госуправления при президенте Кыргызской республики, фонда Ханса Зайделя в Центральной Азии и наших других партнеров. Мы признательны нашим партнерам за то, что они вносят большой вклад в развитие потенциала госслужащих стран региона и, в частности, в рамках данного совместного проекта
Мне кажется, очень символично, что вот 4-я лекция в этом году и первым среди представителей Кыргызстана выступает наш друг Аала Азимович Карашев, человек, который, кстати, стоял и у истоков Астанинского хаба государственной службы, принимал участие в самых первых учредительных собраниях, и мы имели удовольствие и честь принимать его недавно, месяц назад, в рамках конференции, посвященной десятилетию Астанинского хаба государственной службы. И Аала Азимович является экспертом, которого хорошо знают не только в Кыргызстане, но и во многих странах нашего региона. И в частности, предыдущие все 3 лектора, которые выступали, они также очень хорошо знают и уважают Аала Азимовича. Аала Азимович стоял у истоков многих реформ Кыргызстана. И я хочу отметить, что в развитии местного управления и самоуправления Кыргызстан прошел большой путь, и, насколько мы можем судить, опыт Кыргызстана может пригодиться и другим странам нашего региона, которые с разной скоростью также начали развивать местное самоуправление, либо им еще предстоит пройти этот путь. Поэтому сегодняшнее выступление будет представлять интерес не только для слушателей Академии госуправления, но и для других экспертов, специалистов, практиков в странах региона. В этой связи, Аала Азимович, я хочу попросить вас, если будет возможность, затем, может быть, переделать ваше выступление в виде статьи для нашего журнала. Мы были бы признательны вам, и мы бы опубликовали его для того, чтобы это обобщение, этот анализ был достоянием правительств других стран региона. Мы высоко ценим сотрудничество с фондом Зайделя. К сожалению, в силу разных технических причин господин Макс Майер не смог присутствовать на конференции, посвященной десятилетию, но мы часто общаемся и надеемся на продолжение нашего сотрудничества во благо госслужб стран нашего региона. Я знаю, что Алмазбек Ахматалиев, ректор Академии, находится в отпуске. Хочу пожелать, чтобы он хорошо отдохнул, набрался сил для того, чтобы дальше реализовывать свои собственные программы и также программы в рамках нашего двустороннего сотрудничества с Академией. Слушателям я желаю плодотворной работы, дискуссии, несомненно, выступления людей, которые участвовали в разработке законодательства, во внедрении этого законодательства, в управлении и выработке решений на уровне правительства, очень ценно. И я хочу, чтобы пожелать вам всех благ, успехов. Көп рахмет. Спасибо большое, господин Байменов. Сегодняшний спикер Карашев Аала Азимович представляет Кыргызскую республику. И вы знаете, традиционно мы всегда даем краткую информацию о той стране, которую представляет спикер. Кыргызская республика – это демократическое унитарное светское государство. Население Кыргызской республики составляет около 7 миллионов человек, и оно занимает 110 место в мире. Территория Кыргызской республики составляет около 200 тысяч квадратных километров, и она занимает 85 место в мире и 7 место в СНГ. Кыргызская республика является членом таких организаций, как Организация Объединенных Наций, СНГ, УДКБ, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация, Организация тюркских государств и Организация исламского сотрудничества. По административно-территориальному устройству она делится на 531 административно-территориальную единицу. Как вы знаете, в Кыргызстане 2 города республиканского подчинения, 7 областей, 40 районов.
452 сельских округа и 32 города. Вот. И прежде чем предоставить слово Аалы Азимовичу, мы бы хотели предоставить вам краткую биографию Аалы Азимовича. Аалы Азимович – государственный деятель, кандидат сельскохозяйственных наук, является автором ряда монографий, статей, книг по вопросам местного самоуправления. Ну, я вам скажу, что послужной список Аалы Азимовича внушительный. Он около 9 лет проработал в администрации президента, являлся губернатором Ожской области, был руководителем аппарата правительства, являлся советником премьер-министра, 3 года возглавлял кадровую службу Кыргызской республики, назначался исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызской республики, являлся руководителем аппарата правительства, дважды был назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской республики, был первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызской республики, ну и также депутатом Жогорку Кеңеш 6-го созыва. И теперь я с удовольствием предоставлю слово Карашеву Аалы Азимовичу. Сейчас. Слышно, да? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен абдан кубанычтамын. Бүгүн чакырууга дагы бүгүн доктор Макс Майер сиздин кириш сөзүңүзгө Алихан ага сизге чоң рахмат. Сиз сураган материалдарды биз сөзсүз берип жиберүүгө аракет кылабыз. Мындан аркы презентацияны расмий тилде баштасак, кандай уруксат берсеңиздер. Уважаемые участники видеоконференции, позвольте от имени исследовательской группы кратко проинформировать вас о результатах анализа системы и практики территориального управления в Кыргызстане. Вследствие принятия ключевых законодательных актов, регулирующих вопросы местного государственного управления и самоуправления. Группа независимых экспертов была образована в 2021 году при поддержке фонда Ханса Зайделя и личного руководителя Центральноазиатского подразделения фонда доктора Макса Майера. В состав группы были включены известные в республике эксперты по разным компонентам государственного и муниципального управления. Помимо исследований 2021 года, группой далее было проведено трехэтапное исследование, полгода, год и 1,5 года после принятия законов о местной государственной администрации и органах местного самоуправления и закона о государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской республики, которые были приняты в октябре 2021 года. Целью закона о местной государственной администрации местного самоуправления явилось создать на уровне района полноценный государственный орган, обладающий полномочиями для развития территории. Целью исследования что предполагалось в законе, что изменилось в реальности и что необходимо сделать. Для того, чтобы провести исследование, понадобилось определение направления исследования. Мы выделили 3 аспекта исследования. Это первый – уровень управления соподчиненность по вертикали, материальная составляющая районного местного управления, бюджет, экономика, коммунальные службы, земельные отношения. И третье направление – это подбор и расстановка кадров. Следующий слайд. Подбор и расстановка кадров. Если мы начнем с административно-территориального устройства Кыргызской республики, то действующая система у нас состоит из 4 уровней. Республиканский уровень, областной,
районный и город Аильный Аймак, то есть те населенные пункты, где проживает население. Если посмотреть историю реформы административно-территориальной реформы, первая реформа начиналась в 1994 году, после развала Советского Союза и распада колхозов, совхозов. Нужно было на местах, чтобы какой-то ответственный государственный орган, который отвечал на дела местного значения. И этой комиссией были разработаны предложения, и итогом явилось 1996 год. 20 марта указом президента был введен институт губернаторства Кыргызской республики, и были образованы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Айыл Өкмөтү, то есть было введено впервые понятие Айыл Өкмөтү. Затем эта реформа продолжилась на уровне районов, на уровне городов районного значения, областного значения, республиканского значения. И эта реформа, итогом можно назвать 2021 год, то есть кардинальные реформы были тогда. Потом следующая попытка была 2007 год. В 2007 году тоже на уровне аильных аймаков предполагалось укрупнение, концепция разрабатывалась, но концепции так и не была доведена до конца и как бы на бумаге осталась. Следующая попытка была 2012 год. Также была разработана концепция, поэтапное проведение реформы административно-территориального устройства уже начиналось с областного уровня, потом районный предполагалось и на уровне аильных аймаков. Первый шаг был сделан в 2012 году. Это 2012 год. На областном уровне институт губернаторства был упразднен. После аильные аймаки, подчиненные мэриям городов, в городах тоже были упразднены, они были включены в состав городов как территориальное общественное самоуправление. И, скажем, на этом и закончилась та реформа. И третий этап можно назвать, это то, что в прошлом году, 25 ноября 2022 года, на Первом народном Курултае в Кыргызстане президент Кыргызской республики Садыр Нургулжой Жапаров объявил о намерении провести административно-территориальную реформу. И итогом явился указ президента от 28 декабря, где были в качестве пилотного выбран Чубский район, следующий слайд, Чубский район Иссык-Кульской области, и предполагалось тоже укрупнение аильных аймаков. На местах из 13 аильных аймаков 5 аильных аймаков были объединены. И в этом году уже 3 апреля указом президента уже на уровне области, пилотной области, в качестве пилотной области был выбран Нарынская область. И из 60 аильных аймаков укрупнение произошло 27 аильных аймаков. В настоящее время эта реформа продолжается. Наверное, мы будем оценку давать по итогам года, окончательно пилотного, как эта реформа проводилась, итоги какие. Если мы вернемся к полномочиям местных государственных администраций, у нас в 2021 году Конституция принята, новую форму правления мы избрали, президентскую форму правления. И также в Конституции заложены нормы по усилению вертикали государственной власти. И полномочия местных государственных администраций, если в законе 2011 года было 18 полномочий местных государственных администраций, то новым законом 2021 года они увеличены до 24, то есть усилены кадровые полномочия, финансовые полномочия и по земельным вопросам. Следующий слайд. И если мы посмотрим вопросов местного значения, то есть о местном самоуправлении, то в законе 2011 года было у нас 25 и более полномочий органов местного самоуправления, дела местного значения вопросы. А в соответствии с законом 2021 года оно идет, сокращение идет до 24. То есть такие полномочия, как по вопросам недр, которые органы местного самоуправления занимались, и вопросы проведения консультаций по правовым вопросам, иные полномочия тоже были исключены законом, и некоторые полномочия были объединены. То есть произошло уменьшение вопросов местного значения. И иные полномочия тоже исключены, как какое-то мере ограничение произошло в органах местного самоуправления. Следующий слайд. Если мы материально-финансовую составляющую уровня управления возьмем, о чем будет речь идти дальше, это финансы бюджета, экономика, коммунальное хозяйство и муниципальная собственность, земельные полномочия. Следующий слайд.
Если мы возьмем районные бюджеты, на сегодня у нас районных бюджетов нету, у нас двухуровневая система была, но в законе о местной государственной администрации органах местного самоуправления 2021 года заложена норма, что должны быть создаваться районные бюджеты с 1 января 2023 года. Но, к сожалению, этот закон, норма этого закона по сегодняшний день не реализована, районные бюджеты не созданы, соответственно, должны были образовываться районные КНЕШ, это советы, и советы тоже по сегодняшний день не образованы. Взамен этого предлагается для всех районов образовать фонды развития регионов. Если мы деятельность фондов развития возьмем, это 2022 года общая сумма составила 2 миллиарда сомов примерно, это для 40 районов республики. А в разрезе областей в данной таблице видно. Следующий слайд. Если по направлениям, если возьмем, по каким отраслям были использованы эти деньги, это 2 миллиарда были использованы в основном объекты здравоохранения, образования, объекты культуры и так далее. Вот в данной таблице это наглядно видно. Следующий слайд. Если мы рассмотрим динамику роста объема фондов развития, в 2020 году у нас в 10 районах только были фонды развития регионов. Это в основном поступления из предприятий горнодобывающей отрасли было, и на фонд развития перечисляли. Составляло 420 миллионов, а в 2022 году у нас составило 2 миллиарда 100 миллионов сомов. Ну, в принципе, это для 40 районов не такая уж большая сумма, и увеличение тоже произошло не такое уж большое. К 2023 году предполагается 2 миллиарда 750 миллионов выделить для фондов развития регионов. И вот исследовательская группа рекомендуем, чтобы сделать оценку эффективности функционирования фондов развития регионов, так как уже второй год они полноценно работают. Второе, предлагается изменить дизайн фондов развития регионов с переходом от конкурсного подхода к финансированию проектов, финансированию приоритетных направлений экономики, кластеров, расширению успешно действующих производств. Также положением предусмотрено, чтобы фонды занимались кредитованием сельского населения. Мы предлагаем отказаться от кредитной составляющей деятельности фондов и сконцентрировать кредитную деятельность в специализированных институтах. Например, вот у нас есть фонд программ по сельскому хозяйству, финансированию сельского хозяйства, или там, например, лица Российско-Кыргызского фонда развития, таких фондов, чтобы банки занимались кредитованием, а вместо госадминистрации занимались только вот развитием регионов и финансированием приоритетных направлений экономики. Также предлагается разработать стратегию развития фондов как инвестиционной компании и, главное, наверное, исполнить норму закона и образовать районные бюджеты. Следующий слайд. И также, вот, как мы сказали, что у нас усиливается вертикаль власти и влияние вот государства тоже усиливается. Если в 2017 году было примерно выделение 7,5 миллиардов сомов, то сейчас в 2022 году 14 миллиардов сомов, оно выросло почти что 2 раза. Следующий слайд. И также вот в каждом районе, аильных аймаках у нас имеется социально-экономические программы социально-экономического развития. Но, к сожалению, эти программы в большинстве случаев остаются на бумаге, они вот большинство не реализовываются, так как они финансово не подкреплены. Поэтому мы рекомендуем усилить взаимосвязь между социально-экономическими программами развития районов и аильных аймаков и размером от фонда развития регионов. Также вот предлагается опробировать эффективный механизм развития территории на примере проводимой административно-территориальной реформы в Тюбском районе Нарынской области. Так как сегодня вот такое условие создается, нужно вот опробировать все механизмы. И разработать, если будут кредитовать, тогда разработать механизм кредитования и долевого участия. И также вот районный кенеш, образование районных кенешев нужно обязательно это норму закона исполнить. Следующий слайд. И проблема у нас остается вот в муниципальной собственности, как я выше сказал, в 1996 году, когда были образованы исполнительно-распорядительные органы Айлокмыты, мэрии городов, в 1996 году была проведена инвентаризация всех объектов социально-культурного бытового назначения. То есть мы
тогда вот что у нас осталось, скажем, от той реформы, земельно-аграрной реформы, нужно было брать хозяина, нужно было, чтобы они объекты брать коммунальную собственность. И по итогам инвентаризации в ноябре 1996 года постановлением 531 были приняты коммунальные собственности от местных сообществ. К сожалению, 2004 года не проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности. Уже около 20 лет. Поэтому рекомендуем органам местного самоуправления завершить инвентаризацию и оформить права собственника муниципального имущества. Следующий слайд. Проблемы еще вот у нас очень проблемным остается коммунальное хозяйство. Мы и в этом году на себя ощущаем от Кыргызстана нехватка воды, газа и так далее. Поэтому мы вот анализ сделали. Давно вот концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства была разработана еще в прошлом веке, в 1998 году, и утратила силу в 2018 году. И у нас сегодня четкого видения реформирования этой отрасли у нас сегодня нет. Поэтому мы рекомендуем Кабинету министров Кыргызской Республики разработать концепцию или программу реформы коммунального обслуживания населения в среднесрочной перспективе. Также сегодня вот только занимается один отдел Госагентства архитектуры и строительства вот жилищно-коммунальным вопросами. То есть 4 человека всего занимаются. Поэтому предлагается в республику образовать, наверное, полноценный государственный орган, ведающий вопросом коммунального хозяйства. То есть создать агентство коммунального хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики. И, наверное, это самая наболевшая проблема, и уже проблемы экологии начали подниматься. Сейчас вот это в городах, сельскохозяйственных пунктах отсутствуют предприятия по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Рекомендуется республиканским местным органам власти предусмотреть финансовые средства на строительство мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов с привлечением частных инвестиций, доноров и так далее. Следующий слайд. И третье направление, если мы перейдем к кадровые назначения, мы их разделили на 4 группы. Это должности руководителя отраслевых подразделений в районах, и политические должности в районах мэриях, государственные административные должности в районах и муниципальные административные должности. Следующий слайд. Должности руководителя отраслевых подразделений министерств назначаются акимами, но исключительно из 3 кандидатов, предлагаемых министром или руководителем государственного органа. Хотя данная норма в законе не предусмотрена, они должны назначиться акимами, и конкурс тоже должны были проводиться акимами. Ну, поэтому сейчас проводится конкурс только в министерствах, и только министр предлагает, кого хочет, 3 кандидатов. Поэтому рекомендуем включить в состав отборочной комиссии министерства и ведомства представителей районной администрации, но хотя бы в онлайн-режиме. Следующий слайд. Кадровые назначения, как мы знаем, у нас в 2021 году в Кыргызстане были образованы региональный резерв кадров и муниципальный резерв кадров. Если мы посмотрим за эти 1,5-2 года назначение из этого резерва, из регионального резерва назначено 85 руководителей, это главы местных госадминистраций и их заместители. Из муниципального резерва кадров назначено у нас 254 руководителя, из них 169 глава Айлёк Мэту, остальные мэры и заместители мэров городов. Следующий слайд. Региональный резерв кадров, общее количество на сегодня составит у нас 800 человек. Это на замещение глав местных госадминистраций и их заместителей. Глав 283, остальные на заместителей. Резервы составят сегодня резервистов. Следующий слайд. И согласно закону, как выше я уже сказал, что акимы назначаются, должны назначаться из числа лиц, строго состоящих в региональном резерве. Но так как вот в публикациях в средствах массовой информации показывают, что имеются случаи, когда назначение акимов производится не из числа лиц, находящихся в резерве, это подзаконным актом регулировано, что могут назначаться не из числа регионального резерва, но в течение 3 месяцев они должны включиться в региональный резерв кадров. Поэтому и самая проблема, что нет сегодня уполномоченного государственного органа, который мониторит именно политические назначения, то есть назначение на политические должности акимов районов. Поэтому мы предлагаем, чтобы такой орган определили. И обязательно нужно подзаконный акт приводить в соответствие с законом
так как в законе не написано, что 3 месяца там могут назначать не из регионального резерва. Рекомендуем, чтобы в соответствии с законодательством все было. Следующий слайд. Но если мы рассмотрим муниципальный резерв, общее число резервистов у нас составляет 1582 человека. Из них на замещение Айлек Муты самое больше 621. Если у нас 452 аильных аймаков, где-то 1,5 человека на место получается у нас сегодня. Остальные на мэров и заместителей мэров городов. Следующий слайд. У нас мэры городов республиканского значения это Бишкек-Ош, и областного значения назначается президентом Кыргызской республики, а мэры городов районного значения назначаются акимом. А заместители мэров городов всех уровней назначаются самостоятельно мэром городов. Соответственно, законодательством глава Айлек-Муты назначается акимом, и назначение должно осуществляться из числа лиц, состоящих в муниципальном резерве. А ранее у нас было в старом законодательстве глава Айлек-Муты избирались депутатами аильных кеңешей. Сейчас без согласования только напрямую акимом назначается и только числа состоящих в муниципальном резерве. Следующий. И то, что вот мы обозначили, что проблемами имеется, что назначается не из числа лиц, состоящих в муниципальном резерве, это то, что я выше говорил. Поэтому нужно это исключение законодательства не предусмотрено, все приводить соответственно уже законодательством, подзаконные акты должны быть приведены в соответствии с законодательством законов о местной госадминистрации и органах местного самоуправления Кыргызской республики. И также предлагается у нас сегодня госагентство ЕС по делам государственной службы местного самоуправления усилить его полномочия в части мониторинга соблюдения закона. Следующий слайд. Если мы рассмотрим административные должности в аппаратах местной государственной администрации, мэриях, Айлек-Муты, то на сегодняшний день, на наш взгляд, внедрена так называемая закрытая модель назначения на должности. Первоначально претендент участвует в конкурсе для зачисления резерв кадров, а далее уже руководитель местного органа власти самостоятельно отбирает кандидата при образовании вакантной должности. Как до этого были открыты конкурсы на замещение вакантной единицы упразднены, только сохранилась практика ротации кадров на назначенной должности. Следующий слайд. Мы по кадровым вопросам рекомендуем, чтобы повысить статус государственного агентства по делам государственной службы местного самоуправления и наделить данный государственный орган полномочиям по осуществлению мониторинга, контроля за соблюдением установленных процедур кадровых назначений. Мы даже предлагали повысить, даже придать статус не государственного агентства, а национального агентства, чтобы напрямую подчинялось президенту Кыргызской республики. И второе, предлагается утвердить четкие процедуры по отбору кадров на административные должности состава резерва госоргана и органа местного самоуправления, минимизировав субъективные факторы, чтобы один руководитель не решал эти вопросы. Следующий слайд. Если хотелось бы остановиться в вопросах еще повышения квалификации кадров, где-то в течение 10 лет у нас вот понятие госзаказ введено. И если у нас есть 25-27 тысяч государственных муниципальных служащих, должны были ежегодно проходить это 6-7 тысяч госслужащих, муниципальных служащих, повышение квалификации, и на это было госзаказ. Тоже должны были средства выделены Министерством финансов. И последние 3 года у нас, 2020, 2019, 2020 года, эта работа, можем сказать, вообще не проводилась, повышение квалификации. Поэтому на 2023 год, сейчас эта потребность тоже определена, 3540 государственных и муниципальных служащих, и деньги предусмотрены 5,5 миллионов сомов. Но разные причины были с 2020 года, там пандемия была, потом баткенские события, и из бюджета деньги тоже не своевременно выделялись. Ну, хотелось, чтобы это системно, обязательном порядке 3 года каждый государственный муниципальный служащий должен пройти курсы повышения квалификации. Следующий слайд. И в заключение хотелось сказать, что под действием законов 2021 года на местах все-таки происходят определенные изменения, но также сохраняются и старые проблемы. Наметились тенденции по укрупнению территории аильных аймаков, как первый этап административно-территориальной реформы. Этот фактор можно использовать для апробации всего спектра вопросов управления.
социально-экономическое планирование, управление муниципальной собственностью, повышение квалификации кадров и так далее. Следующий слайд. Меняется практика кадровых назначений на должность руководителя районных государственных администраций, которые отныне должны назначаться из состава региональных резервов, формируемого на основе открытого конкурса. В большинстве случаев назначение осуществляется из этого резерва. Сообщения в средствах массовой информации свидетельствуют о том, что имеется и нарушение этого правила. Однако мониторинг соблюдения норм закона в этом вопросе не ведется. Набирает обороты практика назначения на должность руководителей исполнительных органов местного самоуправления из состава муниципального резерва. Муниципальный резерв активно формируется, пополняется на постоянной основе. Укрепляются полномочия местных государственных администраций в сфере земельных отношений, но это происходит на фоне ослабления земельных полномочий органов местного самоуправления, то есть айлукмыты. Имеются пока не реализованные нормы закона, так и не были образованы районные бюджеты, хотя это было предписано законом с 1 января 2023 года. Взамен этого введена паллиативная мера укрепления фондов развития регионов. В кадровых вопросах так и остались проблемы назначения на должность руководителей территориальных подразделений Министерств и административных ведомств районного звена и мэрии городов областного значения. Имеются недочеты в вопросах коммунального хозяйства, которое требует реновации и обновления. С 2024 года так и не проведена полная инвентаризация муниципальной собственности. Невысокое значение имеет программа социально-экономического развития территории, особенно районного звена, где отсутствует их подкрепление полноценным бюджетом. И независимые исследования позволили выявить некоторые из явных скрытых болевых проблем, о которых не всегда говорится публично. Необходимо продолжить независимые исследования изменений в вопросах управления на уровне районов, городов и аильных аймаков. При проведении дальнейших исследований не ограничиваться лишь изучением изменений вследствие принятия законов о местном государственном управлении, самоуправлении, а продолжить мониторинг по всему спектру управления на региональном и местном уровне. И спасибо за внимание. Спасибо, Алла Азимовна, за очень детальную презентацию. Сейчас у нас сессия вопросов. Уважаемые участники в зале, если у вас есть вопросы, поднимайте руку, представляйтесь и задавайте свой вопрос. У нас также есть участники онлайн. Участники, кто присоединился к нам онлайн, могут писать свои вопросы в чат, я их буду зачитывать. Так, значит, в первую очередь даем аудитории, да, или у кого есть вопросы? Есть вопросы? Да. Представь. И если можно, погромче. Здравствуйте. Я магистрант группы ГУМ-1-22. Можно задать вопрос Алле Азимович. Исходя из каких результатов в социально-экономической сфере будем говорить, что административная территориальная реформа была проведена успешно? Исходя из каких результатов? Как конец не услышал. Вопрос такой, исходя из каких результатов административно-территориальная реформа проведена успешно? Я бы не сказал, что на сегодня административно-территориальная реформа проведена успешно. Она только начинается, еще административно-территориальная реформа еще не закончена. В настоящее время только идет в пилотном Тюбинском районе Нарынской области. Владимир, я чуть-чуть подправлю вопрос. Значит, так как реформа еще не закончена, в будущем, видимо, какие будут индикаторы, как мы будем оценивать, насколько она стала эффективной или нет? Если наверное, самое главное, дают оценку итогам реформы, это население, которое получает услугу от этих органов управления, местного самоуправления и государственного управления. И у нас же более 80% аильных аймаков дотационные, поэтому, наверное, одной из главных целей было то, чтобы они укрупнены были, и бюджеты тоже у них были достаточные. Наверное, по итогам реформы этих укрупнений мы сейчас посмотрим, как это у нас будет реализовано.
Спасибо. Ответили на наш вопрос? Второй вопрос. Жунус Апабай, у меня два вопроса по поводу резерва кадров. Вот вы отметили, что у нас есть резерв кадров и региональный, и национальный резерв кадров, который, к сожалению, у нас не, как вы отметили, не регулируется, не ведется мониторинг. И зачастую, когда идет назначение, берутся люди со стороны. Хотя хотелось бы отметить, что именно выпускники и стипендиаты фонда Ханса Зайделя, очень много стипендиатов, которые состоят в настоящее время в резерве кадров, которые имеют колоссальный опыт и стаж работы в сфере государственного регулирования и управления. И вот хотелось бы задать вопрос в таком плане. Кем и как, вот ваше мнение, кем и как может отслеживаться и проводиться мониторинг данного вопроса? И второй вопрос, что касается вертикали власти по поводу бюджета в районных администрациях. Для того, чтобы был бюджет, необходим районный кеңеш. Вот чтобы избежать вопроса районных кеңешей, нельзя ли вернуть Совет депутатов, состоящих из местных кеңешей, как раньше было, чтобы они решали вопрос по бюджету? Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. По кадрам мониторинг должны проводить, наверное, на мой взгляд, Государственное агентство по делам госслужбы и местного самоуправления, но их нужно дополнительным полномочиям наделить надо их. И повысить статус, как я уже выше сказал, что, наверное, придать статус национального, чтобы напрямую подчинение президента было, чтобы другие госорганы тоже признавали. Сегодня агентство при Кабмине, министерство, некоторые министерства, даже есть случаи, когда даже их документы какие-то не дают, не то, что мониторят. Поэтому их надо дополнительно полномочиям усилить, и уполномоченный государственный орган обязательно должен быть по кадрам. Еще плюс я хочу сказать по этим резервам, особенно по резервам кадров на административные должности. Здесь надо совершенствовать этот резерв, чтобы субъективное решение одного человека не было, чтобы обязательно учитывался опыт работы его, там, не на его усмотрение, и какие-то квалификационные требования должны, наверное, быть дополнительно разработаны и попасть должны назначать самые достойные кадры. Наверное, к этому мы должны стремиться. И второе, то, что вот по кадрам идут назначения не из резерва, это нужно исключительно, потому что закон для всех одинаков. В законе написано четко, назначает только из регионального резерва и муниципального резерва кадров по кадрам. И второе, по бюджетам районов. На сегодня мы же сказали, что 4 уровня управления, на областном и районном уровне бюджета нету. Они вот вопросы не могут решить, население обращается к ним вопросами, они обращаются выше, там правительство обращается, или депутатам обращаются и так далее. Они полноценно вопросы не могут решить. Поэтому и при разработке, когда закон дорабатывался в 2021 году, это было мое предложение, я сейчас могу это сказать, то, что чтобы образовать районные бюджеты и на местах вот, по государственной власти, вертикаль, базовым органом был район. Их вот наделить кадровыми полномочиями глав местных госадминистраций и обязательно финансами, чтобы у них был бюджет свой, отдельный бюджет, чтобы и в то же время усиливалась их ответственность за дела местного значения. Поэтому раз бюджет, если районный бюджет мы образовываем, значит должны быть кто-то принимать этот бюджет. И этот бюджет контролировать, потом и заслушивать отчет об исполнении бюджета. Для этого нужен обязательно районный кенеш. Да, были большие споры, заново создать выборы, провести депутатов районного кенеша, не проводить. Были и предложения, чтобы объединенный районный кенеш был, то есть состоящий из всех депутатов районного кенеша. Но в конце на сегодня в законе четко написано, как формируется районный кенеш. Районный кенеш на сегодняшний день формируется равное число депутатов из числа депутатов аильного кенеша, равное число в каждом районе. Если до 100 тысяч населения, от 25 до 35 депутатов должно быть. Если, скажем, 12 аильный кенеш, тогда 24 депутата, по 2 депутата из каждого аильного кенеша, они должны быть делегированы в районный кенеш. От 100 до 200 тысяч это
от 35 до 45 депутатов, более 200 тысяч населением районов, таких у нас немного, от 45 до 60 депутатов формироваться должны. И в районном кенеше штатный должен быть только один человек, это, как называем, ответ секретарь или специалист по подготовке материалов сессии районных кенешей. А сегодня эта норма есть в законодательстве. Единственное, сегодня эта норма не выполнена по сей день, уже полгода прошло. Спасибо. И следующие два вопроса онлайн-чата, но мне кажется, вы уже частично ответили, но я в любом случае зачитаю. Первый вопрос от Канабека Садыкбекова. Здравствуйте. Создание районных кенешей планировалось ли на этот год? Если да, сколько примерно районных кенешей создано? И я сразу зачитаю второй вопрос, потому что вы и тот, и другой вопрос уже затронули. Второй вопрос от Фируза Гулмирзоева. Имеют ли районы свой бюджет? Если нет, то каким образом решаются или обеспечиваются финансовые проблемы? Ну, как я выше сказал, районный кенеш сегодня ни один районный кенеш не образован. Районный кенеш нет. И по второму вопросу тоже районные бюджеты тоже, хотя законодательство норма записано, с 1 января 2023 года мы это везде озвучиваем, это что закон не выполняется. По сегодняшний день районный бюджет не создан, а вместо него предлагается фонд развития регионов. Ну, фонд развития регионов выделяется из республики, центральным здесь вот регулируется. Да, а идея была в том, что предложение было в том, чтобы на местах сами решали вопросы, открыто было все, чтобы прозрачно было. Депутаты районных кенешей, они лучше знают, как местное значение вопрос решается на местах, в каком ауле, в каком селе, какие вопросы, какие проблемные вопросы, с чем вот Минфине сидеть и решать эти вопросы. Поэтому предлагала, чтобы районный бюджет был и четким отчислением налогов, и стабильным нормативным отчислением налогов, причем предполагалось. И в то же время, когда закон принимали, я тогда тоже был депутатом, мы тоже озвучивали, чтобы бюджеты местного самоуправления Айльных аймаков не трогали, оттуда не брали ни копейки, чтобы из республиканского бюджета были отчисления. К сожалению, сегодня только вот работает фонд развития регионов, а районный бюджет на сегодня еще не сформирован. Может быть, в следующем году, я не знаю, пока не можем ответить. Мы эту рекомендацию везде даем правительству, кабинету министров и Министерству финансов, чтобы обязательно образовали районный бюджет. Можно тогда уточняющий вопрос, это уже от меня, просто вы его затронули. Вы говорите о том, что так как эта норма не выполнена, что районные бюджеты, они не созданы, есть рекомендация, чтобы все это покрывалось с фондов развития регионов. Ну, мой первый вопрос, чья это рекомендация? И второй вопрос, потому что вы сказали, я вижу, что есть какое-то, ну, такое опасение, или как это по-другому назвать, что фонды развития регионов, они будут решать не те вопросы, которые действительно нужны регионам. То есть насколько даже, предположим, что фонды развития регионов будут финансировать и решать проблемы регионов, вот какая здесь опасность или как, ну, почему мы против этого? И вообще это реально или нет? Ну, на сегодня фонд развития регионов у нас, они были до этого, фонд развития области, вот, допустим, культура отчисления было, Иссыкульский фонд развития областной, Жетогульский район фонд отчисления. Вот было где-то 10 районов, у них только фонд развития регионов было. Это в Чаткальском районе. А в 2022 году во всех 40 районах сегодня имеется фонд развития регионов, и оттуда вот с республиканского бюджета выделяются деньги. И по какому принципу, не знаю, вот таблица у нас вот видно, то, что вот некоторые области получили 120 миллионов, 180, некоторые 700 миллионов. Да? По каким критериям вот, Министерство финансов так распределяет, вот, я это, допустим, не могу сказать сегодня, поэтому большой вопрос это вызывает. Почему, скажем, в Оршской области самым большим населением выделяется 180 миллионов, а той же другой, Чуйской или Джалабадской области 700-800 миллионов выделяется из этих 2 миллиардов. Да? Есть такие риски, я бы сказал. Поэтому, наверное,
какое-то четкое положение нужно разработать, или в зависимости от численности населения района фонд будет составляться, или по каким-то другим критериям. А если бы были бы четкие отчисления, не отчисления вот, из республиканского бюджета, вот, определенные налоги, отчисления было районный бюджет, и причем стабильные нормативы были там, на 3 года, 5 лет, и заинтересовать район, мотивировать, чтобы если они будут больше собирать налогов, тогда останутся в районном бюджете, 3 года не будут трогать это. А так у нас как получается? В этом году, допустим, тот же Айлек Мэты собрал 10 миллионов, при плане 7 миллионов, да, а на следующий год ему план ставят 12 миллионов. То есть мотивации такой нету. Поэтому и предлагалось образовать районный бюджет. Это открыто, прозрачно. 35-45 депутатов этот бюджет на косточек разбирает, я так скажу. И они на местах, и было бы такое равномерное распределение тоже. И какая-то площадка была. Вопросы бы решались на районном уровне. Большинство вопросов местного значения. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас от Азамата Калиева. Он тоже касается районного бюджета. И я его зачитаю, но, возможно, вы повторитесь или добавите какую-то новую информацию. Значит, уважаемый Алла Азимович, целесообразно ли образование районного кенеша и районного бюджета? И как оно влияет, когда идет реформа по административно-территориальному объединению? Ну, я опять-таки скажу, что сегодня вот, областной уровень, районный уровень населения своим вопросом, проблемам обращается району. Айлек Мэты сначала обращается, у него бюджет недостаточно, он не может решить, идет району. В районе тоже у них только фонд развития регионов только вот начали работать. А так до этого у них фонд был всего лишь 1 миллион сом, 500 тысяч сом, 800 тысяч сом было. Это на 200-250 тысяч населения в некоторых районах было. Поэтому потом к губернатору обращается. Губернатора тоже бюджета нет, но он не может решить эти вопросы. Когда и авторитет власти местных органов управления теряется здесь, когда они 1 раз обратятся, 5 раз обратятся. Если вопрос не могут решить, тогда и население тоже говорит, если вопрос не решает, зачем нам к ним ходить? Да? И также были, вот я сам внизу тоже работал, когда были фонды акимов, у них заканчиваются фонды, даже иногда бывало, у них даже бензин просили налоговиков или других территориальных управлений государственных органов, чтобы заправиться даже там, съездить на совещание, на коллег в области и так далее. Какой авторитет может быть власти на местах, если у него не будет своего бюджета, своих финансов? И абсолютно большинство вопросов, если был бы полноценный бюджет у них, деньги были, вопрос он решал бы на месте, это повысил бы и авторитет местной госадминистрации, и целым государственном управлении, государственной власти в Кыргызстане. И второе, да, сегодня административно-территориальная реформа проводится в пилотном режиме, итоги мы еще не знаем. Причем это проводится на уровне органов местного самоуправления, аильных аймаков. Укрепление идет аильных аймаков только. Здесь тоже нужно мониторить. Да, вот не просто механические объединения аильных аймаков, там из 13 оставили 5 или 67 аильных аймаков оставили 27, и все это реформа. Это не реформа. Что в итоге обязательно должны быть реформы, они финансово подкрепленные должны быть. Они должны, самое главное, на местах качественную услугу оказывать населению. И население будет давать оценку итогам этой реформы. Но пока районный уровень еще объединение районов это не идет пока речь, может это в будущем будет. Но сегодня, чтобы повысить статус, роль этой местной госадминистрации, в целом власти, да, местной власти тоже обязательно нужен, на мой взгляд, бюджет обязательно свой должен быть. Когда авторитет будет только тогда, когда он будет решать вопросы, когда будут финансы, это еще столько говорим, и кадровые полномочия, и финансовые полномочия. И сегодня кадровые полномочия не до конца им даны, и финансы сегодня только фонд развития регионов. Спасибо. Да, здесь я еще дополню то, что вот районный кенеша образование, это не означает, что там будет председатель районного кенеша, будет отдельный орган. Нет, это один только ответственный работник будет, чтобы материал готовить этой сессии. А так делегироваться будет из числа депутатов аильных кенешей.
Они только будут собираться на сессию, может, квартал один раз, при необходимости, может, каждый месяц или полугодие раз будут собираться и бюджет рассматривать, программу социально-экономического развития региона рассматривать. И самое главное, наверное, создалась такая площадка, где можно обсудить проблемы района. На районном уровне. Да, проблемы аильных аймаков могут там аильных кенешек или городских кенешек обсуждаться. А на районном уровне была бы очень хорошая площадка, и многие вопросы можно было бы там снимать. Алла Владимирович, здесь один вопрос и одно такое лично ваше мнение. По поводу вопроса. Ага. По поводу ротации по резерву кадров. Вот ротация среди руководителей, когда идет север-юг, Талас-Иссык-Куль и назначение руководителей по регионам. У нас в Кыргызстане очень стоит острый вопрос трайбализма. Как вы считаете, эффективно ли при нашем госуправлении вопрос ротации? И второе, это лично ваше мнение по поводу реформы вертикали власти. Как вы смотрите на то, чтобы упразднить институт полномочных представителей по областям и укрепить укрепить власть на районном значении с установлением бюджета и полномочия в сфере МГА вот в этом вопросе? Первый вопрос это по ротации кадров. Да? Ну, наверное, вы на свой вопрос сами ответили, что в Кыргызстане очень развит трайбализм. Да? Если вот именно, чтобы этот трайбализм уменьшить, снизить, наверное, вот это решение было принято. Потому что до этого, когда депутаты избирали, было время глав районных госадминистрации, согласие депутатов назначались тоже. И в основном назначались уроженцы только этих районов. Из других районов там не могли работать. Поэтому много было вопросов, много было и жалоб было, что там вот так решил вопрос, своему родственнику решил или тому решил там и так далее. Поэтому, чтобы северную культуру, так скажу, наверное, да, на юге, южную культуру на севере, чтобы тоже они показали свою работоспособность, как этот. Поэтому, наверное, было принято такое решение. На мой взгляд, я думаю, это правильное решение сегодня. Я понимаю, на местах сразу тяжело работать, могут кто-то там не признавать, кто-то там не решает вопросы, есть и такие нарекания. Но в целом, я думаю, это правильно, потому что вот то, что аралашыш керек та кыргызча айткандачы, сөзүнөн айтканда. Поэтому по ротации кадров северных. А второе, по вертикали власти, полпредства, такой вопрос тоже рассматривался. В принципе, если нет полномочий, допустим, на тех же полномочиях представителей президента в областях много критики высказывают. Они ничего не решают, ничем не занимаются, только вот представительские функции они выполняют, встречают руководство в аэропорту там, и на открытиях школ или детских садов, чего-то там, а сами вопросы не решают, если такое. Когда вот позапрошлом году проект закона рассматривался, и вносились такие предложения тоже, чтобы, может быть, упразднить полномочия представительства в областях. В том числе я это тоже вносил, будучи депутатом Жогорку-Кенеша. Единственный вопрос стоял национальная безопасность, приграничные вопросы и так далее. Тогда даже были предложения, может быть, скажем, сделать полномочия представительства президента по югу и полномочия представительства президента по северу, по одному человеку и по небольшим аппаратам. Там главный вопрос был по приграничным вопросам, скажем, соседним республикам на уровне губернатора, если будут у них там в областях, они с нашими акимами не будут разговаривать, когда уровень не тот, поэтому. И обоснование такое было. Тогда вот предложение было, может быть, полномочного представителя президента по югу, допустим, или по северу сделаем, они, чтобы и на уровне с ними тоже вопросы решали. И такие предложения были, но позапрошлом году было принято решение пока оставить полномочным представителей, и усилить тем более даже. Раньше, если были полномочным представители правительства, а с 2021 года, по-моему, с июля 2021 года полномочным представители президента сегодня они называются. Ну, в будущем, если есть, на мой взгляд, уровень управления, то
этот орган, если область есть, область должен быть полноценной, чтобы у него и должны быть кадровые полномочия, у него, чтобы он назначал, у него должны быть финансы, чтобы он решал вопросы на местах, и в то же время ответственность должна быть. А так, чтобы просто без бюджета своим небольшим фондом представительскую функцию выполнять, наверное, это в будущем, наверное, нецелесообразно. Просто в настоящее время 90% функций полпреда передача информации, сбор информации с районов. Больше ничем таким реальным развитием региона не занимаются, да? Я об этом и говорю сейчас, то, что я полностью согласен с этим, да. Ну и областные структуры тоже, тогда вот в свое время мы упраздняли из-за этого. Облздрав, обломно было, облсоцзащита, облсоцфонд, потому что они ничем не занимались, только с районов информацию только передавали по вертикали своей подчиненности. Поэтому эти областные структуры, кроме силовых органов, были лет 15 назад, я не ошибаюсь, они были упразднены. Спасибо. Сегодня можно упразднить, оставить полномочный представитель по югу, скажем, да, только один был человек такой, небольшим аппаратом. Спасибо. И следующий вопрос от Уланбека. Добрый день, Алла Азимович. У меня к вам следующий вопрос. Вы в своем выступлении затронули эту проблему, как решить вопрос с твердо-бытовым отходом во всех муниципалитетах республики. Хотелось бы услышать ваше видение. Это очень проблемный вопрос. Последний год уже на экологию это влияет, особенно даже в столице у нас, в городе Бишкек, мы даже смог говорим и так далее, да, вопрос экологии влияет, уже не говоря уже в региональных городах там. Поэтому об этом мы долго говорим, наверное, лет 25 говорим, что вот построим мусороперерабатывающий завод, мусоросортировочный завод построим. Но, к сожалению, по сегодняшний день этот вопрос на практике реально не решен. Поэтому сегодня стоит острая проблема это. Необходимо вот в срочном порядке решение принимать, частные инвестиции привлекать или доноров находить. Если надо, бюджет позволяет, бюджета надо строить мусороперерабатывающие, мусоросортировочные заводы. Наверное, такой ответ. На сегодня вот серьезный это, то есть проблемный вопрос. Спасибо. Да, и следующий вопрос. Сауатсыз Алла Азимович, кыргыз тилинде, мамлекет тилинде суроо берсем, уруксат берсеңиз. Бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, биздин мамлекетте ротация жакшы иш алып барып атат. Ошол эле учурда ротация менен келген акимдерге төлөнөт экен жана ижара акысы жашап жаткандыгы боюнча квартирасы. Бирок дайындалган акимдерге төлөнбөйт экен да. Ошол эмне себептен ошондой положенияда жазылып калышын сурайын деген. Ошол учурда ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген кызматчылар эгерде ротация болгон болсо, аларга дагы ошол ижара акысы жашаган жерине ижара акысын төлөсө болобу, болбойбу? Ошону да бир кошуп кетсе болобу деген сыяктуу. Жанагы аралаштырыш керек деген сөзүңүзгө айтып атам да. Сөзсүз эле жетекчилерди ротация кылып аткан бүгүнкү күндө учурдун талабы жөнөкөй адистен баштап, мен ушуну сунуш катары айтат элем да, жөнөкөй адистен баштап ротацияны күчөтүш керек. Себеби бүгүнкү күндө мындай десем, өзүңүз жакшы түшүнүп турасыз, аралаштырыш керек да. Менталитеттин опыттарды алмаштырып, мен өзүм Оштон 4 ай болду, азыркы учурда мына Чүй районунун, Чүй облусунун Аламдык мамлекеттик администрациясында ротация болуп келдим да. Азыр мен көрүп атам бул жака келип, өзүмө тажрыйба топтоп атам да. Булар деле мисалы Ошко барып, Оштун ошол менталитетин көрсө деген сыяктуу. Толкун кетти бир аз. Рахматчон, жакшы суроо бердиңиз. Могу дайындалган деген ал мурдагы иштеп аткан акимдерди айтып атасыз да, ошол жерден райондо жашаган. Жок, бул жака жакында эле ошол регионалдык резервден Аламдын районунун администрациясынын акими дайындалды да, президент тарабынан. Бирок азыркы күндө квартирада турат, бирок төлөбөй атат да, ошону айтты. Бул норма эгерде бүгүнкү мына эң артынан баштайынчы сурооңуздунчу, себеби
ротация деп түшүнүктүү көптөн бери айтып келебиз да. Ротация болуш керек, ротация болсун деп. Биз мындан бир 10 жыл мурда мамлекеттик кадр кызматында иштеп атып, анализ кылганыбызда, мисалы үчүн өз алдынча башкаруу органынан айыл өкмөтүндө башка адис болуп 15 жыл иштесе дагы кайра мамлекет кызматка келем десе нөлдөн башташ керек болгондо ошол мезгилдерде. Анан кийин биз өзгөртүү киргенбиз. Эгерде жанагы кызматтардын группасы дал келе турган болсо, анда айыл өкмөттүн адиси дагы финанс министрлигине келип туруп ошондой кызматкер иштей алат деген норманы киргенбиз да мыйзамгачы. Тилекке каршы мындай ротациялар аз мындай иштеп атат. Анан негизги себебинин бири, ана сиз жогоруда көтөрүп кеткен ижара акысы да. Ошол барганда ал жерде жашай турган шарты жок, үй жок, мурдагы мамлекеттик үйлөр жок. Ошондуктан ротация дагы ойдогудай ишке ашпай келатат да бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан эгерде мына ротация болуп башка райондорго барганда акча төлөнүп берилип аткан болсо, резервден дайындалганга да төлөнүш керек анда. Эгер ал райондо жашай албай, анын үйү жок болуп, шарты жок боло турган болсочу, аны сөзсүз түрдө жанагы райондун бюджетинде караш керек да. Райондук администрацияга республикадан бөлүнгөн акчадан караш керек, кошумча акчанычы. Менимче сөзсүз түрдө мына жөн эле барып эле иштеп тажрыйба алат, өзүнүн маданиятын дагы көрсөтөт ал жерде. Иштегенде да жоопкерчилиги көп болот. Мен мына практикадан да айтайын, өзүбүздө дагы. Өзүбүздө болуп аким болуп иштегенде дагы көп мындай арыздар көп келчү да, аябайчы. Буга берди, тиги мынтип койду, антип койду деп, тигини мындай кабыл алып койду, мен мынтип койду деп. Азыр мына ротация болгондо менимче ушул арыздар дагы мына 1 жыл мурда дейинчи, иштеп атканда дагы кескин түрдө азайган да. Анан ал жерден баары бир сезип, башка киши болгондон кийин башка жактан өзгөчө мамиле болот. Негизгиси ошол түштүк түндүк менен да аралашып, жана трайбализм дагы өтө төмөнүрөөк болот деп айтат элем да. Анан эгерде ошол мамлекетибизде бюджетибиз азыр мына министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат, 300 миллиард, 500 миллиард кылдым деп атат. Менимче ижара акысын карап койсо, ошол кызматкерлердин мамлекеттик кызматкер андай деле чоң сумма болбойт болуш керек. Кайра жакшы болот эле ошо ротация болгон. Мен колдойт элем ошо ижара акысын бюджеттен карап туруп, ошол ротация болуп келгендерге колдоп бергенине, төлөп бергенине. Ал өзү айлыгы болгону бир, мен азыр эми биртикке көбөйдү, 25 миң, 30 миң алып атса, анын Ала Медин районунда мисалы үчүн жашайм десең, бул жерде дагы ижара акы жарымынан көбүн 15-20 миң ижара акы берип койгондон эмнеге жашайт алчы. Ошон үчүн сөз шарт түзүш керек, ротация кылып киргенден кийин. Кошумчалап кетсе уруксатпы? Но бизде укук органдарында бүт ушундай жеңилдиктер каралган да, ошолордун да айлыгы да жакшы. Анан ошол эле мына аймактарда, айыл өкмөттөрдө, администрацияларда, обул администрацияда иштеген кызматкерлерде айлык бир канча төмөн и эч кандай мындай жеңилдиктер кошулган эмес да. Ошол эле укук органдар кандай гана мамлекеттин ичинде случай ситуация болбосо, ошол эле айыл өкмөттүн адистери тартылат, администрациянын адистери тартылат, бүт баардыгы жапа-тырмак иш алып барышат да. Ушул мамлекеттин өнүгүшү, өсүшүнө болушуна, ошого эмнеге айыл өкмөттөрдү, ошол эле жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды, обул администрациялардын кызматкерлерине ошол кайсы органдын айлыгы кандай болсо ошондой эле жеңилдиктерди бериш керек деп ойлойм да. Ошону сунуштап кетсеңиз жакшы болот. Ооба, мен бул боюнча да оюмду айтайын. Бул проблеманы да биз 2012-жылы бир анализдеп, ошол айлык акы боюнча реформа жасаганбыз да, 2013-жыл, шындан 10 жыл болду деп коеюн. Ошол мезгилде анализ кылсак, мисалы үчүн ошол эле финансы же экономика министрлигинин жооптуу кызматкери, жана башка адиси 16 миң сом алчу ошол мезгилде. Ал эми мына саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги же социалдык тармактар министрликтердики 3600 4 миң сом алчу да. Бирдей эле министрлик 4 эсе айырма болгон мезгилдер болгон. Ошондуктан биз ошо реформада дагы ушул базалык ставкасын 5 миңге чейин баардыгын көтөрүп, анан могу айлык акысы бирдей болгондордукун, бирдей статусу бирдей министрликтердикин 4 эсе көптөрдүкүн андан ары көбөйткөнгө мораторий кылып, пока бул 4 эсе азалгандар алардын деңгээлине жакындамайынча, жетмейинче көтөрбөсүн деген да биз чечим чыгарттырып бергенбиз да. Мен мындай салыштырып айтып атам, ошого могу эмеде дагы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларында өзүнүн градациясы болуп туруп, мындай бир тараптуу эле бирөөнүкү эле көтөрүлүп кете бериш керек да. Ал жерден дагы эми көбүнчө субъективдик факторлор да болуп калышы мүмкүн. Күчтүү жетекчи болсо, ошол күч органы болобу же салык кызматында болобу,
финансы министрлиги менен, мамлекет башчы менен, өкмөт башчы менен көтөрүп бериңиз, бир эле тармакты көтөрүп кеткен да мезгилдер болгон. Ошондуктан момундай дисбаланс болуп калганда, мен жеке көз карашым андай болбош керек. Министрликтен статус болгондон кийин мен мүмкүн на рабочее время дейт, жоопкерчилик көп болот, тобокелчиликтер көп болот деп бир 20%, 50% көп болсун, 30% көп болсун, бирок момундай 2-3 эселеп көп болбош керек да. Анан сөзсүз түрдө бир мындай мотивация болуш керек, кызыктырышыбыз керек да мамлекет кызмат иштегендергечи. Ошондуктан биз жанагы баалоо системасын кийилгенбиз 2014-жылы тилекке каршы ал ойдогудай аягына ишке аша албай калдык. Ошону бирок баары бир мен дагы позициям ошо баалоо системасын кийилип туруп, жыл сайын айлык акысына да 5%-дан кошуп турса, мамлекет кызматкерде абдан мындай бир умтулуп иштейт эле деген ойду айтам да. Туура, аласыңыз. Бизде азыр деле ошондой көрүш болду. Кайсы тармактын жетекчиси күчтүү болсо, ошол өзүнүн тармагынан ойлоп, өзүнүн тармагынан көтөрүп кетип атат да. Бүгүндө мисалы алсак, ЭТО властта уже баардыгынын зданияларын жаңылап берип койду. Аларга кайрадан бөлүнүп атат. Ошол эле республикалык бюджеттен да. Биздин деле мисалы баардыгы бизде шарт түзүп берүүнү аракет кылыш керек да. Туура, мен колдойм бул айткан сөзүңө. Мен да ушул ойду айттым азыр жогоруда дагычы. Мындайга жол бербешибиз керек. Баардыгы мындай бирдей деңгээлде кетиш керек да. Бир мамлекет органына күчтөнүп кетпей, же болбосо бир эки эле орган. Жалпы бир кандайдыр бир градация болуш керек. Бир эмесинде Нинан Милованы жоопкерчилик мындай дегенге мүмкүн бир 30% көбүрөөк алсын мейли айлык. Бирок 2-3 эселеп жанагындай көп болгонго жол бербешибиз керек. Мамлекеттик министрлик кабинет ага жол бербеш керек. Рахмат Аладимович, я хочу перейти на русский язык, потому что у нас есть гости, которые подсоединяются онлайн из Узбекистана, из Таджикистана, из Казахстана, и поэтому, чтобы все понимали, о чем идет речь, желательно задавать вопросы на русском, и полностью лекцию мы поэтому построили на русском языке, учитывая вот эти факторы. Но сейчас, получается, у нас остался один вопрос, и у нас осталось 6 минут для вопросов. Я думаю, это последний вопрос. Не знаю, к сожалению или к счастью, он онлайн, и он опять на киргизском языке. Аладимович, я его зачитаю. Хорошо. Как есть, но по возможности, если вы ответите по-русски, было бы очень хорошо. Жарайт. Саламатсызбы, Аладимович, бул мыйзам менен Кыргыз Республиканын Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамдын ортосундагы коллизиялардын бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жаткандыгы маалым. Бул дал келбөөчүлүктөр же карама каршылыктар шаарда уюштуруу тескөө чөйрөсүндө айрым маселелерди ыкчам чечүүгө тосолдук жаратып жаткандыгы анык. Коллизияларды жоюу багытында сиздин оюңуз. Бул суроо Масуда Айдарбековадан. Если вы по-русски ответите. Хорошо, я понял. Да, вы абсолютно правы. У нас имеется два закона. Это закон о статусе столицы Бишкек, города Бишкек, и закон о статусе города Ош. И в этих законах заложены нормы еще, когда принимались даже, да, я так скажу, наверное, сегодня действительно есть некоторые противоречия друг другу, коллизии есть. Но это нужно, чтобы инициировали сами органы местного самоуправления. Это же главный интерес городов Бишкек и Ош, двух городов. Вот мэры должны инициировать и приводить в соответствии Конституции, наверное, я так скажу, нашим основным законом Кыргызской Республики. Так как, может быть, действительно, законы о местной госадминистрации тоже какие-то их ущемлены, скажем, их права органов местного самоуправления. У нас же по Конституции разграничены функции органов государственного управления, местного самоуправления. Поэтому, наверное, исходя из этого принципа, они должны разработать закон и новый закон разработать и проводить через парламент. Если понадобится, жизнь на месте не стоит. Уже как эти законы приняты, то скоро будет 2 года. Можно даже и в эти законы вносить изменения, если это в интересах населения, я так скажу, да, в интересах населения. Поэтому нужно обязательно инициировать эти законы и проводить через парламент.
А так коллизии сегодня есть, да. Я вот после принятия этих законов еще не внесены изменения в эти оба закона. Закон о статусе Бишкека и закон о статусе, отдельный закон о статусе города Ош. Спасибо большое. У нас осталось 3 минуты. Можно я тоже вам вопрос задам? Пожалуйста, пожалуйста. Этот вопрос, вот вы в своем выступлении еще в самом начале упомянули, если я правильно вас поняла, что раньше глава Айлок-Мөтү они избирались, сейчас они назначаются. И меня интересует ваше личное мнение. Что вы считаете? То, что сейчас они назначаются, и тому ушли назад? Потому что раньше, когда они избирались, мы думали, что мы сделали прогресс и шагнули далеко вперед. Я знаю, что долгое время ПРООН поддерживал реформу местного самоуправления и так далее. Вот такой вопрос последний. Очень интересный вопрос. Да, действительно, я, наверное, кратко вам историю расскажу. Когда мы образовали в 1996 году Айлок-Мөтү, да, мне посчастливилось в этой реформе тоже участвовать. И тогда они назначались главой районной государственной администрации с согласия депутатов Аильного Кенеша. Потом 2000 года в пилотном режиме мы перешли в прямые выборы глав Айлок-Мөтү. То есть народ избирал, население избирало глав Айлок-Мөтү. Так 2 срока они до 2008 года, если не ошибаюсь, они вот работали, как бы это прошли. Потом 2009 года мы перешли в косвенные выборы глав Айлок-Мөтү. То есть глав Айлок-Мөтү выбирали депутата Аильного Кенеша. Тоже 2 срока вот, и до 2021 года, даже 2,5 срока, так скажем. Да. Здесь вот в каждом системе есть свои плюсы и минусы. Когда вот избирали, прямые выборы были, может быть, тогда еще культура у нас еще не была готова, может быть, да, тогда очень большие пошли, вот, случайные люди многие были избраны, радоплеменные деления пошли. И у кого деньги есть, скажем, они избирались, даже такие случаи были, прямые выборы были. Итогом после избрания, вот в 2003 году мы анализ сделали, тогда где-то 70 глав Айлок-Мөтү были привлечены к уголовной ответственности, так как они не знали даже, как финансовые документы какие подписывать тогда. Потом в 2008 году это были, я, наверное, скажу так, вынуждены были отменить прямые выборы и перейти к косвенным выборам. Косвенные выборы тоже плюсы были. Депутаты там раз представляет народ, они этого населенного пункта, Аильного Аймака, они тоже вот избраны, они должны вот выбирать глава Айлок-Мөтү. Причем тайным голосованием после 2010 года. И выдвижение, если раньше акимы предлагали, а здесь было только сами депутаты имели право выдвигать. И тогда у нас опять пошло вот разделение и подкуп голосов пошло и так далее. И особенно последний год, по-моему, 2020-2021 год выборы, когда были, очень много было тоже нареканий, что каждый голос столько-то стоит и так далее. Поэтому, наверное, это была тоже в какой-то мере вынужденная мера перейти на назначение. И тем более мы, соответственно, в Конституции усиливалось, это я же сказал выше, что вертикаль государственной власти. Но мое мнение, да, абсолютно без согласия Аильного Кенеша, наверное, моя позиция неправильно назначать. Поэтому вот, когда вот это тоже были сторонники, то, что без согласия, без чего согласия напрямую назначал аким, вот то, что муниципальный резерв новый, то, что мы придумали, ввели, хотя бы из этого числа муниципального резерва, состоящего муниципального резерва кадры назначались. Не случайно люди не приходили, чтобы потом, опять-таки, вот родственные отношения, чтобы этого не было, или сверхзвонков не было. Мы ввели вот муниципальный резерв, куда попадает открытым конкурсом. Даже муниципальные резервы, так как они завтра будут работать аильным кенешем или городским кенешем, они бюджет утверждают, программу социально-экономического развития, наверное, было бы лучше, наверное, перейти, чтобы из муниципального резерва аким назначал согласие депутатов аильного или городского кенеша. В будущем эту норму, наверное, нужно предложить нашим уважаемым депутатам, если закон можно внести изменения. Моя позиция, чтобы согласие депутатов обязательно было. Спасибо, спасибо большое. И на этом мы должны завершить нашу лекцию. Было очень интересно
Мы вас благодарим, и тут даже вот онлайн благодарность есть. Абдан қызықты баяндамаңыз үшін чоң рахмат деп жазып отыр Қаныбек Сыздықбеков. Сізге чоң рахмат, большое спасибо за детальную презентацию, за очень интересные вещи, которые вы нам рассказали, и то, что все участники, я надеюсь, сегодня получили ответы на свои вопросы. Мы вам желаем удачи. Мы знаем, что вы являетесь как партнером, так и другом фонда, и будем рады вас видеть еще на следующих лекциях. Ну, может быть, не онлайн, может быть, даже офлайн. Спасибо большое. Всех участников. Я тоже благодарю всех вас и желаю больших-больших успехов. Надеюсь, еще мы увидимся. Мы всегда открыты, готовы оказать советы, дать, консультировать и так далее. Спасибо большое вам. Спасибо. Поблагодарить господина Байменова. Он находит всегда время, чтобы участвовать на наших онлайн-лекциях. Поблагодарить доктора Майера, то, что он устраивает такие лекции для стипендиатов. И, конечно, технический персонал Академии управления, потому что они всегда нам дают возможность онлайн организовывать такие лекции и объединять слушателей из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Всем доброго вечера. До свидания. Спасибо большое. Thank you.